Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Вблизи деревни Аким Сосногорского района закрыта ледовая переправа. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Народный бюджет. Жители поселков Ирайоль и Малая Пера присоединились к обсуждению республиканского проекта. Друзья природы. В Сосногорске состоялся муниципальный слет юных знатоков флоры и фауны. Сроки поджимают. Чуть больше недели осталось до окончания приема заявок на 26-й республиканский рок-фестиваль. Управление ЖКХ Сосногорского района информирует жителей, что с 4 апреля для пропуска автотранспорта закрыта ледовая переправа вблизи деревни Аким на участке зимней автодороги Усть-Ухта-Порожск-Винла. Такое решение было принято по результатам совместного комиссионного выезда специалистов Управления по делам ГО и ЧС, Государственной инспекции по маломерным судам и Управления ЖКХ. Встречи с жителями района по обсуждению народных проектов продолжаются. На этот раз в процесс включились жители Малой Перы и Ирайоля. Что волнует посельчан в сфере благоустройства, узнала наша съемочная группа. Что такое народный бюджет, жители этих поселков уже знают. У ирайольцев в рамках проекта был отремонтирован колодец. Малоперцам поставили детский комплекс. И все же глава муниципального района Сергей Дегтяренко напомнил, что проект реализуется на условиях софинансирования. Средства республики плюс средства муниципалитета и обязательный вклад самих жителей. Муниципалитетов много, в проект «Народный бюджет» хотят попасть все, поэтому и конкуренция большая. Сосногорский район старается не отставать. На сегодняшний день собрано более 40 заявок по различным отраслям. Малоперцам в этом году в рамках проекта будет установлен спортивный комплекс. А вот на следующий год сельчане поддержали 2 заявки. Одну из них озвучила исполняющая обязанности начальника управления ЖКХ. Это приобретение и установка детских игровых комплексов. Конечно, нехватка детских игровых комплексов в сельских населенных пунктах сказывается на досуге детей. Сказывается, что детям негде играть, и они проводят свое свободное время просто гуляя по улицам. У вас в поселке проживают и многодетные семьи, и чтобы была возможность гулять, общаться друг с другом, для этого самое идеальное решение – это создание вот таких вот скверов с детскими комплексами. Проект малоперцы поддержали. Более того, предложили еще один – благоустройство территории перед досуговым центром. В планах клумбы и скамейки – своего рода зона отдыха. Тем более, что площадка с детскими игровыми комплексами будет находиться рядом. В Ирайоле народный бюджет пополнился сразу 6 проектами. Охватили и детей, и взрослых. Так же, как в соседней Малой Пере, жители проголосовали за приобретение и установку детских игровых комплексов. Еще один проект касался безопасности посетителей досугового центра. Руководитель отдела культуры представила ирайольцам проект на приобретение и монтаж системы видеонаблюдения и арочного металлодетектора для местного культурного центра. Объект «Досуговый центр» поселка Ирайоль является объектом с массовым пребыванием людей. И этот объект категорирован комиссией, на него сделан паспорт антитеррористической защищенности, и требования комиссии, в которую входят и правоохранительные структуры, и Национальная гвардия, установить здесь систему видеонаблюдения. Поэтому мы данный проект и заявляем на 2020 год. Цель – обеспечения безопасности посетителей досугового центра. Ирайольцы решили на достигнутом не останавливаться и выдвинули еще несколько проектов. Перенос колонки с улицы Строительной на улицу Железнодорожную, монтаж освещения на улице Оплеснина, ямочный ремонт дороги на улице 40 лет Победы. Еще один проект увековечивания памяти не оставил равнодушным никого из сельчан. Рассмотреть возможность установки в нашей поселке хотя бы небольшой гранитной плиты в память об участниках Великой Отечественной войны. У нас, конечно, коренные жители Ирайоля не уходили, да, не участвовали, но очень много людей вернулись после войны строить, развивать наш поселок и прожили здесь всю жизнь. Проект был принят единогласно. Теперь администрации Сосногорского района предстоит проработать нюансы каждого предложенного проекта, чтобы отправить документы в администрацию главы Республики Коми. Из поселков Ирайоль и Малая Пера Андрей Калиничев, Наталья Максимова и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. И в продолжение темы. Правительство Коми распределило субсидии на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности.
Средства на реализацию проектов в рамках народного бюджета на 2019 год выделяются в соответствии с региональной госпрограммой развития транспортной системы. Всего на эти цели выделено более 6,5 миллионов рублей. До 1 октября этого года в республике будет реализовано 17 народных проектов. Один из них в поселке Нижний Одес Сосногорского района. На проведение работ ему будет выделено 300 тысяч рублей. Также правительство Коми распределило среди муниципалитетов субсидии на оплату коммунальных услуг. Они выделяются в соответствии с госпрограммой развития строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения и повышения энергоэффективности. Сосногорский район получит более 2 миллионов рублей. Пригородные поезда сообщения Ирайоль-Сосногорск-Ирайоль получат дополнительную остановку, сообщает Северная пригородная пассажирская компания. На период весеннего половодья с 22 апреля по 31 мая назначается стоянка на остановочном пункте 1595 километр пригородным поездам номер 6721 Ирайоль-Сосногорск и номер 6722 Сосногорск-Ирайоль. Информация для пассажиров размещена на информационных стендах в залах ожидания, а также на сайте компании-перевозчика. В этом году ценители классики русской литературы отмечают 210-летие со дня рождения Николая Гоголя. Несмотря на прошедшие годы, его произведения не потеряли актуальности, а читательский интерес к «Мертвым душам», «Ревизору» и другим шедеврам писателя не угасают и сегодня. Юбилею Николая Васильевича был посвящен мистический квест «По следам Гоголя», который прошел в Сосногорской библиотеке имени Якова Рочева. На выставке, посвященной творческому наследию Николая Гоголя, представлены десятки книг, от самых простых до практически коллекционных изданий. Многие из них вышли в свет совсем недавно. И это неудивительно, ведь произведения классика русской литературы востребованы и сегодня. Читают их не только взрослые, но и дети. Произведения Гоголя востребованы всегда. Почему? Потому что их изучают в школе. Учащиеся из 5 и 9 класса, и старшеклассники читают. Они часто экранизируются, эти произведения, и поэтому, когда выходит новый фильм, книги бывают востребованы. Квест проходили девятиклассники 3-й Сосногорской школы. Кстати, сейчас они изучают на уроках литературы поэму Николая Гоголя «Мертвые души». Разделившись на 2 команды, хуторяне и нечистая сила, ребята получили подорожные грамоты и начали путешествие по 4 станциям. Выполняя квест, им пришлось столкнуться с персонажами произведений классика – Паночкой, Солохой и даже Чертом. Каждый из литературных героев озадачил участников состязания вопросами о творчестве Николая Гоголя. Отвечать на некоторые из них иногда нужно было в почти экстремальных условиях. Сюжет какого произведения подсказал Гоголю Александр Сергеевич Пушкин? «Мертвые души», молодец! На большинство вопросов участники квеста ответили правильно, а это значит, что произведения Николая Гоголя ребята изучают не только для хороших оценок, но и для собственного развития. Мне очень нравятся произведения Николая Васильевича Гоголя. Они наполнены мистикой, ужасами, особенно Ви, Тарас Бульба. Произведения очень интересные, как я сказала. Интересный сюжет, очень яркий сюжет и очень хорошая экранизация его книгам. Он был одним из первых прародителей мистической литературы в России как таковой. Думаю, любимым произведением для меня было, есть, но всегда, думаю, останется Ви. Довольно интересно и наполненное чем-то таким фантастическим и заставляющим леденеть душу. За успешное прохождение каждой станции ребята получали часть известной цитаты Николая Гоголя. С тем, чтобы собрать их в целую фразу, успешно справились обе команды. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. На этой неделе самые маленькие жители нашего города и района приняли участие в ежегодном муниципальном экологическом слете «Юные друзья природы». Там маленькие экологи соревновались в знании природы родного края и мерах по ее сохранению. Все подробности у Елены Двожек. Двухдневный слет собрал 14 детских садов города и района. Мероприятие проходило на 2 площадках. Первая – в детском саду номер 1, вторая – в 14-м. Проводим мы это мероприятие, и одна из главных целей – это активизация работы все-таки дошкольных образовательных организаций по экологическому образованию детей. Ну а для дошкольников они практически закрепляют то разнообразие о природном мире и те знания, которые получают во время образовательной деятельности в группе.
Каждая группа подготовилась основательно. На груди значки с названием команды, заготовленные приветствия и громкие девизы. Вы с природой не шутите, мирно с ней живите. Бережем мы этот мир, мы команда Эко-мир. А это уже команда мальчишек из детского сада номер 7. Костюмы цвета хаки. Сразу видно, ребята подошли к конкурсу серьезно. Наш девиз – земля наш дом, мы здесь живем, природу будем охранять, чтоб она не пострадала и еще красивей стала. Всего 6 станций. На каждой дети в игровой форме выполняли задания. С помощью картинок составляли простейшие цепочки питания, объясняли необходимость охраны лесов, лугов и водоемов, определяли характерных обитателей экосистем по иллюстрациям. Щука. Щука. Пчела. Пчела. Ребята раскрывали понятие «красная книга», а также называли охраняемых животных и растений коми, заповедники и национальные парки. Заповедники. Национальный парк Заказники. По итогам экологического слета 3-е место у группы детского сада номер 1. 2-е взял 9-й сад. А победителями муниципального конкурса «Юные друзья природы» стали сразу 2 дошкольных образовательных учреждения – детские сады номер 2 и 12. Все команды наградили памятными дипломами за активное участие. Елена Двожик, Влада Гришаева и Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Чуть больше недели осталось до завершения регистрации на участие в главном музыкальном событии нашего региона – фестивале исполнителей джаз, рок, фолк и популярной музыки, который в этом году впервые получил собственное имя. Как и всегда, фестиваль соберет музыкантов из многих районов Республики Коми. По словам организаторов, его география уже охватывает весь регион – от юга до крайнего севера. На сегодняшний день заявки поступили из Сыктывкара, Ухты, Печоры, Усинска, Воркуты. Поступили заявки из Кирова, из Нижнего Новгорода. Музыка разноплановая, различные направления представлены, от очень тяжелых и альтернативных видов музыки до классической рок-школы. Поп-музыка представлена, так что каждый слушатель и зритель найдет себе по душе команду и по вкусу музыку. Сосногорские музыканты тоже готовятся к фестивалю. Репетиции над материалом проходят в усиленном режиме, ведь хозяева сцены всегда должны быть на высоте. На самом деле это большой-большой секрет, но я приоткрою завесы тайны, что наши музыканты уже готовятся, нарабатывают материал, оттачивают мастерство. Вообще фестиваль без сосногорцев сосногорский быть не может, и в этом году, конечно же, мы не уйдем от наших традиций, в этом плане ничего не изменится. Сосногорцы на сцене будут. Впрочем, без перемен в этом году не обойдется. Кроме получения собственного имени, впервые за много лет фестиваль вернется в Дом культуры «Горизонт», где в 1991 году и началась его история. Изначально это был не просто фестиваль на свежем воздухе, это была очень серьезная конкурсная программа. И мы возвращаемся к нашим истокам. В этом году у нас также будет серьезное компетентное жюри. И самый главный большой бонус для музыкантов — у нас будет творческая лаборатория с разбором полетов. Поэтому все музыканты, приехавшие на фестиваль, получат не только эмоции от выступлений, но и, конечно, суровую критику от жюри. Напомню, фестиваль пройдет 3 и 4 мая в стенах Сосногорского дома культуры «Горизонт». Подать заявку на участие в главном музыкальном событии Республики Коми можно до 15 апреля. Павел Дурников, Андрей Калиничев, Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. А она, по прогнозам синоптиков, постепенно возвращается в климатические рамки. Хотя в ближайшие выходные она еще будет выше на 4 градуса. В ночные часы ожидается -2, -7. Днем +3, +8. Под влиянием скандинавского антициклона на основной территории погода будет спокойная. Переменная облачность, слабый северный ветер и без существенных осадков. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и удачных выходных.